Приветствую зрителей национальной вещательной компании «Саха» и Якутии-24. Я Влад Давыдов и мои коллеги подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Качество жизни граждан – приоритет. Глава республики Айсен Николаев выступил с ежегодным посланием парламенту. Расскажем о самых важных пунктах. Проблема расширяет географию. В Ленском районе начали фиксировать случаи употребления и распространения снюса. Родители бьют тревогу. Историю пишут победители. В Якутске проходит патриотический форум, посвященный Году памяти и славы России. Закупка к новогоднему столу. В Мирном организовали ярмарку сельхозпроизводителей с натуральной продукцией. Разобрали за один день. Второе дыхание. В рамках этой программы в Нерынгринском районе открыли новую кормовую кухню. Сюжет из Йенгры. Сегодня глава республики Айсен Николаев выступил с ежегодным посланием к Государственному собранию Илтумен. В зале республики собрались представители государственной власти, бизнеса, общества и прессы. Глава региона озвучил свое видение в вопросах стратегического развития республики на ближайшую перспективу. Традиционное обращение главы получилось социальной направленности. Прежде всего было нацелено на улучшение качества жизни населения. По порядку и подробнее моя коллега Ульяна Шагина. Уважаемые коллеги, пространственное развитие республики, снижение логистических ограничений, крупные промышленные и социальные проекты – это не самоцель. Ключевой эффект должен появиться в улучшении качества жизни людей, в том числе в повышении их реальных доходов, в преодолении бедности. По официальным статданным, в регионе численность населения с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2018 года снизилась до 19%. Улучшение по сравнению с 2017 годом составляет 1%. Кажется, что это мизер, но это 10 тысяч наших сограждан, резюмировал глава. Принимая меры с бедностью, нужно не только менять подходы, но и задействовать все ресурсы в решении этих проблем. Для этого нужно объединять усилия служб социальной защиты, занятости, развития предпринимательства и сельского хозяйства. Объединить ресурсы всех ведомств для поддержки малоимущих якутян. Я поручаю правительству республики совместно с органами местного самоуправления составить реестр особо нуждающихся в социальной помощи семей и работать точечно, выводя на устойчивую траекторию жизни не только одного человека, но и всю его семью. К примеру, для улучшения благосостояния молодых семей должна помочь льготная ипотека под 2% для дальневосточников. Айсен Николаев поручил организовать работу, чтобы этой программой воспользовались не только в городах, но и в районах республики. Нам нужно перейти от наших ведомственных границ и ограничений к интересам человека через объединение работы по снижению бедности, аварийного жилья, поддержки многодетных семей. И очень важно, чтобы в повышении благосостояния наших граждан мы опирались не только на бюджетные ресурсы, но и на энергию предпринимательства. Говоря, к примеру, об аграрном предпринимательстве, Илдархан поручил правительству в 2020 году сформировать фонд поддержки агропромышленного производства для поддержки не только крупного сельскохозяйственного бизнеса, но и якутян, желающих заняться собственным сельхозпроизводством. У нас будет тоже новый механизм, как сказал Айсен Сергеевич. Субсидия будет государственная поддержка будет выделяться крестьянским фермерским хозяйствам, у которых имеется 25 коров и более. Да? Раньше этот механизм был от 100 доенных коров, механизм был сложным, именно был нацелен на крупные организованные хозяйства. Со следующего года у нас появится возможность именно поддержать крестьянские хозяйства, у которых малые формы. Главное событие уходящего года и, наверное, самое долгожданное решение вопросов по Ленскому мосту. Завершение строительства моста планируется в 2025 году. Он соединит пространство Восточной Сибири и Дальнего Востока. Производственные мощности, использованные при строительстве моста, будут использованы при дальнейшем развитии Северного широтного хода, возведению мостов через Вилюй и Алдан. Ленский мост в республике станет третьим по сложности объектом в стране. Для этого в будущем году будет прохождение и проектирование глав госэкспертизы объекта, для которого будет привлечен сильный консорциум инвесторов. Ленскому мосту быть. 10 декабря правительственной комиссии Российской Федерации по транспорту наш мост включен в федеральную программу строительства и реконструкции мостов.
Уважаемые друзья, сегодня нам всем надо объединиться, сконцентрировать наши силы и энергию, отработать максимально ответственно и эффективно, чтобы поручение главы государства было исполнено и многолетняя мечта якутян наконец-то осуществилась. Осуществилась в этом году и главная мечта жителей Арктики. 8 районов вошли в арктическую зону Российской Федерации. Между тем, в 14 госпрограмм включены специальные арктические разделы с объемами финансирования в 35 миллиардов рублей до конца 2024 года. И мы сейчас даже сами себе задаем вопрос, как это все будет притворяться. Но я 100% уверена, что все мы должны быть задействованы в этом. И депутаты, и правительство, и муниципальное образование. Помимо этого обозначены вопросы здравоохранения, образования. Впервые в качестве главных результатов стало инфраструктурное развитие региона, транспортное, энергетическое и телекоммуникационное. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске проходит патриотический форум, посвященный Году памяти и славы России. Участие приняли порядка 80 спикеров из разных районов республики. О важности патриотического воспитания в сюжете Саргалана Неустроев. Работа форума ведется по разным направлениям в 3 секциях. Выступающие с докладами – педагоги и вожатые, музейные работники и общественники. У всех разный подход к патриотическому воспитанию, однако все одинаково подмечают увеличение количества площадок для проведения патриотических мероприятий. Я думаю, тенденция идет к улучшению показателей по патриотическому воспитанию, потому что у нас появилась уже такая большая организация «Российское движение школьников», которая охватывает все региональные организации. Если 5 лет назад мы только замыкались в своем региональном движении, да, детское движение, а сейчас у нас уже детское движение вышло на всероссийский уровень. Спикеры форума отмечают важность воспитания в детях духа патриотизма. Сейчас, когда историю активно переписывают, важно знать настоящую историческую правду. Однако немногие могут донести эту мысль до современной молодежи. Одни обвиняют гаджеты, другие говорят о том, что мы общаемся на разных языках. Реализуя государственную политику, мы говорим языком нормативных правовых документов. А наша молодежь привыкла слышать быстро, четко ту речь, которая сейчас везде в цифровом пространстве. Поэтому я считаю, что вот в ходе научно-практической конференции будут выработаны новые какие-то механизмы, подходы для диалога с молодежью по патриотическому воспитанию. В настоящее время Министерством образования и науки республики уже разработан план основных мероприятий Года памяти и славы. Их уже презентовали для участников форума. Помимо основных мероприятий, организаторы проекта отмечают Всероссийские военные и спортивные игры – новшество следующего года. Принять участие в играх смогут учащиеся школ, включая самые младшие классы. Получается, организация этих игр подразумевается проведение школьного этапа, муниципального, регионального и всероссийского. То есть сквозное мероприятие, и все участники будут нацелены принимать участие в финале Всероссийских военно-спортивных игр. Форум продлится 2 дня. По его итогам будут выявлять лучшие доклады, которые в дальнейшем будут размещены на сайт Министерства образования. Также в рамках форума пройдут курсы повышения квалификации по 3 секциям для представителей военно-патриотического движения, педагогов и сотрудников музеев, образовательных организаций. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» появится в Якутске. Соглашение о финансировании, проектировании и строительстве этого объекта подписано между правительством региона и компаниями-инвесторами, такими как «Полярная звезда» и национальный оператор детского отдыха. Возведение начнется в марте 2020 года. Центр сможет принимать 5000 детей в год. Его функциональные особенности заключаются в объединении процессов образования, отдыха, оздоровления, воспитания, профессионального личностного роста. Здание спроектируют с учетом суровых климатических условий, с применением передовых технологий, таких как умная школа и умный дом. Для России это первое концессионное соглашение на создание объекта отдыха и оздоровления.
И в данном случае Якутия – это первый регион, который делает шаг вперед от советской системы летнего отдыха к созданию полноценного круглогодичного детского образовательного центра. Это будет полностью крытый центр, все корпуса, все объекты будут находиться под одной крышей, что позволит, не выходя на улицу, заниматься и спортивными программами, и дополнительными образованиями. Доставка топлива для теплоснабжающих объектов в районы республики ГУП ЖКХ Якутии ведет в плановом режиме. Уже доставлено 15% от общего плана перевозок, об этом сообщает пресс-служба предприятия. Всего в период действия автозимников планируют завезти более 580 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. Основные перевозки топлива в соответствии с графиками начнутся в январе после официального открытия большинства сезонных дорог и ледовых переправ. Тем временем увеличили грузоподъемность на переправах Атас-Павловск. Теперь на эту ледовую дорогу допускаются машины весом до 10 тонн. По данным Минтранса, переправа для проезда автомобилей с разрешенной максимальной массой до 20 тонн ориентировочно откроют 20 декабря, а до 30 тонн 28 декабря и до 40 тонн уже 6 января будущего года. К другим новостям. Выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым медики едут работать в сельские населенные пункты и арктические районы, увеличатся с 2020 года в 2 раза – до 2 миллионов рублей для врачей и до 1 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших или переехавших в сельские населенные пункты, поселки городского типа республики, в том числе в Арктику. На эти цели планируют выделить 275 миллионов рублей, из них 92% из федерального бюджета. Об этом сказала министр здравоохранения региона Елена Борисова. По состоянию на 16 декабря в Якутии зарегистрирован 21 случай кори среди населения. Это 19 взрослых и 2 детей. На сегодня 5 заболевших уже выписаны из больницы с полным выздоровлением. Управлением Роспотребнадзора совместно с Минздравом организовано наблюдение за всеми лицами, вступавшими в контакт с этими заболевшими, а их выявлено порядка 5000 человек. В регионе также проводится иммунизация по эпидемическим показаниям, и на сегодня привито более 700 взрослых и около 100 детей. В городе Якутске появился такой ажиотаж. Люди в поликлинике приходят, хотят получить прививки. Мы хотим успокоить население, что на этой неделе у нас планируется поставка коревой вакцины в республику. Поступит 13 тысяч доз. И любой желающий сможет получить прививку против кори в поликлинике по месту жительства бесплатно. Таким образом, Минздрав республики в целом закупит 15 тысяч доз живой вакцины из-за роста числа заболевших корью. Согласно постановлению главного госсанитарного врача по региону, проведут иммунизацию детей по каждому педиатрическому участку и в образовательных учреждениях. Кроме этого, вакцину получат граждане до 55 лет включительно, работающие в медицинских и образовательных учреждениях, также в сфере торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферах, а также лица, работающие вахтовым методом и трудовые мигранты. Продолжим после паузы, вернемся через минуту. Смотрите далее в нашей программе. Проблема расширяет свою географию. В Ленском районе начали фиксировать случаи употребления снюса. Родители бьют тревогу, что делать. Закупка к новогоднему столу. В Мирном организовали ярмарку сельхозпроизводителей с натуральной продукцией. Все разобрали за день. Второе дыхание. В рамках этой программы в Нерюнгринском районе открыли новую кормовую кухню. Сюжет из Йенгры. Это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаю выпуск. Рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности группы компании «Алроса» за 2019 год. Глава Якутии Айсан Николаев отметил, что несмотря на объективные трудности, связанные с кризисом на мировом алмазном рынке, компания «Алроса» достигла целевых показателей, поставленных в этом году. А в 2020 году «Алроса» планирует проведение геолого-разведочных работ по выявлению новых и оценке запасов действующих месторождений. Кроме того, реализацию программ и мероприятий социальной и благотворительной направленности.
Президент Алроса Сергей Иванов отметил, что благодаря поддержке акционеров, руководству и правительству республики компания действительно самостоятельно справилась с кризисной ситуацией, спровоцированной падением спроса на алмазное сырье и ювелирные изделия с бриллиантами на мировом рынке. С 2020 года налог для самозанятых будет введен еще в 19 регионах страны. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно этому документу, эксперимент по специальному налогообложению для самозанятых, который с этого года проводится в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане, расширяется на субъекты, доноры и регионы с городами-миллионниками. Напомним, специальный режим налогообложения для самозанятых предполагает упрощенный порядок регистрации, освобождение от использования контрольно-кассовой техники и комфортные размеры налоговых ставок. По данным налоговой службы, благодаря этому режиму в текущем году вышли из тени почти 290 тысяч россиян, большинство из которых ранее налоги не платили. В Ленском районе начали фиксировать случаи употребления и распространения снюса. Местные жители бьют тревогу, особенно это родители, из-за различных видеороликов детей в неадекватном состоянии после употребления этого вещества. Репортаж Анны Кожевниковой. Закинуться, чтобы зажечь не по-детски, так говорят подростки, употребляющие популярный аналог жевательной смеси снюс. В этой шайбе, выражаясь также слоганом молодежи, всего лишь в одной дозе содержится никотина столько, сколько в 2 пачках сигарет. Тем временем на баночке написан состав. Ненароком среди безобидных ингредиентов затесался и никотин, якобы высокого уровня очистки. Даже без специального медицинского образования становится понятным, что вред от таких жвачек и конфеток глобальный, как для здоровья, так и для еще не сформированной детской нервной системы. Многие дети в нашей школе употребляют данное вещество. Наш актив школы пропагандирует именно здоровый образ жизни. Он категорически против употребления данного вещества. Новая эпидемия, захватившая всю страну, добралась и до затерянного в Якутской тайге Ленска. Появление случаев употребления детей, угрожающих жизни и здоровью жевательной смеси, стало резонансным событием и сразу же вызвало общественный отклик. Я считаю, что эта проблема каждого родителя может коснуться. Никто от этого не застрахован. В каждой семье может это прийти, как говорится, случиться эта беда. И прежде чем истребить вот это у детей, чтобы они поторговали им или употребляли, кажется, скорее всего, нужно решить проблему на уровне продажи, запретить продажу в нашем городе. Первыми бить тревогу начали учителя школы номер 2 еще весной этого года. Зауч Светлана Равильевна Боровик лично обратилась к главе района с просьбой повлиять на предпринимателей в свободном доступе, торгующих смесью. В нашей школе в ноябре месяце была общешкольная дискотека, и администрацией школы был обнаружен ученик из другой школы, который пришел в нашу школу на дискотеку именно продавать эти баночки снюс. Их было довольно-таки много. Были вызваны органы внутренних дел, были вызваны его родители, представители школы этого ребенка. Смеси изъяли, экспертиза подтвердила высокое содержание никотина. Родители были привлечены к ответственности за предпринимательскую деятельность несовершеннолетних. А вот наказать кого-то за распространение нет возможных законодательных рычагов. Они даже не требуют акцизы, на них не крепятся, и они могут продавать его. Хотелось бы, чтобы правительство обратило на это внимание. Законодательство развязало бы руки для того, чтобы можно было наказать недобросовестных продавцов, также тех же взрослых людей, которые покупают для несовершеннолетних. Для подростков эта игра. В нее вовлечены в Ленске в основном старшие школьники. Они организуют закладки, стремятся подражать сетевым героям Ютуба, изображающих наркоманов с большим стажем. И, конечно, не задумываются о серьезных последствиях. Пораженные десна, зависимость как от наркотиков – это только начало. При жевании данного порошка или при сглатывании происходит стопроцентное отравление, естественно, при котором нужна будет уже медицинская помощь, промывание. И как бы отсрочными последствиями это кариес, язвы. Где язва, там может уже быть, конечно, оперативное вмешательство. Сегодня педагоги, сотрудники надзорных органов, врачи и активисты школ выходят в массы с профилактическими беседами, проводят открытые уроки и готовят материалы о вреде жевательной смеси и леденцов. Но можно ли пресечь подростковое любопытство такими мерами без вмешательства законодательной власти? Сегодня этот вопрос остается открытым. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. Театр оперы и балета Якутии готовится представить зрителю новый спектакль «Юка и Анеке» по мотивам поэмы Николая Курилова «Черная морожка».
отражающая мировоззрение и философию якагирского народа, истории любви северных Ромео и Джульетты, первая оперная постановка кинорежиссера Костаса Марсана и композитора Сергея Михеева. Сегодня на сцене театра состоялся генеральный прогон спектакля. Премьера состоится 18 и 20 декабря. Учитывая интерес, который вызывает в последнее время арктическая культура во всем мире, как говорят создатели, постановка может стать одним из брендовых гастрольных спектаклей нашего театра. Для нас, конечно, это в первую очередь творческий эксперимент, потому что приглашение кинорежиссера в оперный жанр – это определенное новаторство для Якутска, определенное новаторство для нашего театра. И, конечно, вот такое совмещение, такая попытка коллаборации с другим видом искусства, с другим видом режиссера, это всегда очень интересно. Мы надеемся, что этот спектакль принесет нам полные залы, будет востребован зрителям, и то, что этот спектакль найдет отклик в сердцах людей. В Мирном организовали традиционную ярмарку сельхозпроизводителей. Была представлена продукция крестьянских хозяйств республики, которая пользуется особой популярностью у населения. Сюжет Марфирины Алексеевой. Северная рыба, конина, говядина, мед, разные сорта сыров и все, чем богата Якутия. Все это было представлено на ежегодной ярмарке «Алмазная провинция». Главный рынок города переполнен людьми с самого утра. Огромным спросом пользуются редкие для Мирного традиционные лакомства. Кровяная колбаса, печень, потроха, чохон. Да и все остальное разлеталось с мгновенной скоростью. Продажи масла очень хорошо пошли. Кусковое масло ушло за первые 2 часа. До этого также спрос был на брикетированное масло, осталось всего лишь пара коробок. Вот. Рыба тоже очень быстро ушла, за 1 час уже. У нас была очередь большая, мы еле успевали. Мельницы акцент делают, молочную продукцию очень хорошо берут. И полуфабрикаты, уже готовые тефтели, котлеты, как сказал, пельмени. Вот. Они все это очень хорошо берут. Такие ярмарки в алмазной столице стали популярны. Мирницы закупают продукцию коробками и мешками. Со слов жителей, цены не особо отличаются от мирнинских. Но за качественную и свежую продукцию горожане готовы платить. Приобрел свинину. Жеребятина, конечно, в этом году дороговато. А так все хорошее, свежее. Очень качественная. Для промышленного района очень актуально, так как здесь постоянно ждем свежую продукцию, местной продукции. Самое главное, это нужно отметить. Говядины купила, свинины вот купила. Цены, конечно, большие, но мы привыкли уже. Цены для нашего региона нормальные. Мясо видно свежее. Вот сейчас приобретаем молодняк говяжий. Всего предприниматели привезли около 10 тонн продукции. Вместо запланированных 2 дней продаж все товары были распроданы в первый же день ярмарки. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Открытие новой кормовой кухни состоялось в звероведческой ферме «Золотинка» в селе Иенгра Нерынгринского района. И это не единственная мера, которая была принята в рамках программы «Второе дыхание». Подробнее наш корреспондент Сергей Козюра. Открытая в Иенгре еще в советские времена звероферма считается лучшей из хозяйств клеточного звероводства республики. В начале 2018 года предприятие получило новый этап развития – второе дыхание. За прошлый год было проделано много работы, результатом чего стало строительство шед – деревянных конструкций с навесом, под которыми установлены металлические клетки с породистыми лисами. По сбыту вообще проблем не должно быть. Тем более мы сейчас в хозяйствах завозим новую породу. Серебристый лисец – это скандинавская порода, и она ценовая и качество продукции выходит очень хорошее. Поэтому доходы у наших хозяйств должны появиться. И сейчас новое направление республики берем мы по соболеводству тоже. Мы в прошлом году сюда привезли, экспериментально тоже привезли. И оно дало нам вывод сделали, что в принципе соболеводство в республике должно развиваться. В новых клетках размещено маточное поголовье, 150 голов серебристо-черных лисиц норвежского типа и 30 голов соболя, приобретенных в конце декабря в Тверской области. Главным же событием в этот день для предприятия стало открытие новой кормовой кухни, которая без сомнения значительно упростит труд работников зверофермы и повысит качество питания лис, что в свою очередь отразится и на качестве меха. Сегодня открыли новую кормовую кухню звероводческой площадки МОП «Золотинка». И хотелось бы, во-первых, поблагодарить правительство наше
и главу нашего района Виктора Николаевича Станиловского, да, за то, что вот поддержали. И вот в прошлом году мы подписали соглашение, да, и вот итог работы 2019 года мы построили новую кормовую кухню. Присутствовавшие на открытии объекта отметили, что одной из основных задач, стоящих перед зверохозяйствами Якутии, является разведение адаптированных к местным климатическим и кормовым условиям пород клеточных зверей. Безусловно, обновление кормовой кухни в звероферме поселка Йенгра позволит получать высококлассную продукцию, отвечающую международным стандартам. Сергей Козюра, Нерингри. В Корее стартовали международные соревнования по лыжным гонкам. Первыми на старт вышли женщины на дистанцию 5 километров классическим стилем. Уверенную победу одержала лыжница из Алдана Анастасия Дубова. Среди мужчин на дистанции 10 километров высокие уровни показал еще один представитель Алданской школы лыжников Михаил Соснин. Третье место занял линчанин Ярослав Котлерчук. В соревнованиях принимали участие лыжники из Японии, Кореи, Казахстана, Китая, Малайзии. Завтра пройдут гонки свободным стилем. Таковы итоги дня сегодня. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Продолжат коллеги. Будьте в курсе, оставайтесь с нами.